Как говорил один известный мне человек, ингуш, не хочу его называть, генерал прокуратуры, он тогда в Москве мне сказал: ты знаешь, Магомед, кто мешает? Ингушам, говорит, действительно, говорит, мешает развитию. Это факт, говорит, неоспоримый. Ты знаешь, говорит, кто им мешает? Говорит. Я говорю, не знаю, я говорю, вы же старше меня, вы, наверное, знаете. Он мне говорит, ингушам первую, вторую, третью очередь мешают сами ингуши, ее представители мешают. А потом уже где-то как-то, может быть, там 110-м очереди кто-то другой. Опять-таки ничего нового. В конечном итоге ответ Махмуд Али Калиматов, главы Республики Ингушетия, по вопросу моих исследований, моего обращения. Этот ответ в письменной форме он у меня находится. Махмуд Али Калиматов отвечает мне от его имени ответ, значит, соответственно, это, видимо, его решение, его мнение, где сказано: уважаемый Магомед Туганович, там надо уточнять, я отношусь к вашим исследованиям очень положительно, отдаю очень высокую оценку. Ваши исследования заслуживают всемирной популяризации, известности. Остановка ваших исследований носит временный характер. Па-бам! Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Остановка ваших исследований носит временный характер, причина которой является отсутствие необходимых средств в правительстве республики. Но правительство Республики Ингушетия занято поиском этих средств, и как только они будут обнаружены, ваши исследования будут, естественно, незамедлительно возобновлены. Выражаю благодарность за проделанную работу и так далее, и так далее. Время идет. То есть со стороны главы республики проблем никаких нету. Время идет. Я сижу, жду, когда начнется какое-то движение, когда правительство найдет эти деньги. И когда время идет, а действий никаких нету. Никаких нету действий. По старому, богатому опыту, между нами говоря, наверное, и вы догадались, что правительство, наше уважаемое правительство, естественно, не собиралось даже искать эти деньги и не думало ни через месяц, ни через год, ни через 100 лет и через миллион лет. После этого я обращаюсь в Северо-Кавказский федеральный округ, то есть вышестоящее начальство, с вопросом возобновления исследования, на самом деле точнее, оказать помощь правительству Ингушетии обнаружить эти деньги. Как вышестоящий орган власти, это федеральная власть, может быть, они лучше знают, где эти деньги, есть ли они, и если есть, где они находятся. Я пишу такое обращение. Северо-Кавказский федеральный округ, рассмотрев, естественно, вопрос, обращение мое направляет правительство Российской Федерации. Не как у нас на родине мусорную корзину выкидывает, а наверх, в Москву, федеральный центр направляет. Правительство Российской Федерации рассматривает данное обращение и направляет свое обращение в правительство Республики Ингушетия для исполнения, где четко, ясно указано, где эти деньги. Те, которые правительство Ингушетии не может найти, ищут очень долго и будут искать долго. Федеральное правительство, это их деньги, как же они не знают, где эти деньги, четко, ясно указывает, где прописано черным по белому, какая программа, какой проект, какой пункт, название, страница, четко, ясно прописано, где находятся эти деньги. И самое важное, указано, что для исследований Аксагова, Республики Ингушетия, правительство, власти Ингушетии, федеральный центр разрешает использовать имеющиеся средства в неограниченном объеме. То есть сколько они есть, из того возможно использовать хоть все эти деньги. Спрашивается, что вам еще надо? Более того, вам дают разрешение использовать эти деньги в неограниченном объеме для научных исследований, фундаментальных исследований Аксагова, для исполнения инновационного проекта.
единственный в Республике Ингушетия инновационный проект. Вот в чем смысл. Правительство Российской Федерации, опять же, эти же керосты, эти же гасты, там же один Шири Осетин, там же находится руководящую должность, занимает, за его подписью снова приходят обращения для исполнения правительства Ингушетии по вопросу Аксакова уже на 6 страницах. Раньше там на 2 страницах, сейчас на 6 страницах, где подробно, детально, как детям расписано, где деньги, что правительство Российской Федерации считает целесообразным, полезным, необходимым выполнить программу, хотя бы один проект Аксакова по фундаментальному исследованию башенной архитектуры и истории с дальнейшим использованием для развития экономики Ингушетии. Уже 2-й раз письменно направляет. Получает премьер-министр Ингушетии. Он же Гаски на тот момент, Кересты, как мы говорим, не мы, а вы говорите, Кересты, сразу же дает поручение министру экономики снова, потому что такой регламент, порядок исполнения дает. Но уже к этому времени министр экономики Гаски, тот самый Кересты, как мы говорим, да, Кересты Гаски, фамилия Макаренко, известная в России фамилия, Макаренко, педагог был Макаренко. Вот. Этот министр экономики, этот Гаски, этот Кересты не выкидывает поручение в мусорную корзину, как это в войнах делали, до сих пор это многие годы, очень многие годы делали, а приглашает меня на встречу, чай, кофе, ну это обычный этикет, рассматривает, обсуждаем, мы сидим, обсуждаем, рассматриваем мой проект. Макаренко, министр экономики, рад. Очень рад этому проекту. Это единственный проект в республике, составлен по передовым нормативам. Макаренко 2 руками за. 2 руками он поддерживает проект Аксакова. Хоть как единственный. И, соответственно, дает поручение для исполнения. Там целая процедура, там как организовать перечисление, начисление этих средств и порядок исполнения проекта, где я буду работать, в какой организации или создать там. Это техническая сторона вопроса. И отдает поручение. Кому он отдает поручение? Там везде в войнах находятся, да? Макаренко, Гаски, один министр, сам министр лично не может эту работу выполнять, там целая череда, чиновники, Минфин, там и заместители зам премьера и так далее. Естественно, там везде война. Но, как вы уже, наверное, правильно догадались, это поручение опять и снова аккуратненько в мусорную корзину. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути.